О чем вы мечтали в детстве? Я хотел там иметь технику, я хотел заниматься чем-то таким, да, высокоинтеллектуальным. Там. Как вы нашли призвание, что надо преподавать? Это не сколько профессия, это призвание, да, как Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Вот Что вас подтолкнуло дополнительно получить образование? я хотел жадно получать знания. Зачем все время учиться, учиться, учиться? Как можно есть каждый день одни и те же манты, да? Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире подкаст «Умтол» и я его ведущая Аклай Бакешева. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, поэтому досмотрите до конца, потому что именно этот подкаст может вас замотивировать не просто интересным человеком, а, возможно, найти свой икигай. Собственно, вот и наш гость Джусуп Карагулов. Добро пожаловать. Я полагаю, у вас это первое интервью или не первый? Такое большое, масштабное первый раз. Первый раз, да? Наверное, будем нервничать тогда вместе, потому что я тоже хочу признаться, потому что это мой первый подкаст на русском языке. Я думаю, я уже изучила про вас, посмотрела ваше резюме. Впечатляет, я скажу вам. Но для начала, я думаю, будет правильно, если вы сами представитесь для наших зрителей, кто вы. Кто я, что да, я, кто с чем вы, меня что... едят, да? Все понял, хорошо. Меня зовут Карагулов Джусуп Сагынбекович, 93-го года рождения. По образованию я философ. Я преподавал и преподаю в университетах. Непосредственно сейчас я преподаю в Горном университете и занимаюсь своей любимой частью, в общем-то, это философией. Это мое хобби, это моя страсть. И, в общем-то, с этого я и начинал. Как только я закончил факультет, я, в общем, пошел преподавать в БТК, это Бишкекский технический колледж. И постепенно, в общем, я стал понимать то, что есть какие-то рамки, в которые я сам себя загнал, выбрав такую, не сильно популярную профессию. И думал, что, вот теперь надо как-то в этом поле жить. Вы уже забегаете вперед. Наверное, вернемся к тому. Сейчас много подкастов, да? Выходит очень много подкастов. В основном приглашают одних и тех же людей, да? Те, которые уже на виду в социальных сетях, возможно, уже популярные. Наш подкаст уникален в том, что мы приглашаем необычных людей. Те люди, которые, будучи уже взрослыми, получили дополнительное образование и могли поменять не только профессию, но и свою жизнь. Я знаю, что вы преподавали по философии, но в то же время, да, не останавливались на этом, получили дополнительное образование. И я думаю, это был большой шаг у вас. Но я хочу вернуться, знаете, куда? В детство. Потому что все вот это начинается с детства. О чем вы мечтали в детстве? Кем стать? Так, в детстве, на самом деле я родился в 93-м, а это вот как раз момент такой острый переломный был, момент. Переломный момент был в стране нашей. И мои родители, это чисто советские люди, у которых не было там мысли о капитализме, о деньгах. И, в общем, когда они столкнулись с этой реальностью, пришлось им как-то выживать. А я, будучи ребенком, многое не понимал, особенно то, чего не хватало. Там сникерсов элементарно, да, смотрел магазин на них как на что-то такое необыкновенное. И, в общем, тогда я думал только об одном. Я хотел там иметь технику, я хотел заниматься чем-то таким, да, высокоинтеллектуальным, там, IT и так далее. Но тогда даже таких понятий, в принципе, не было. И, в общем, все, что у меня оставалось, телевизора дома не было, я читал книги. Читал я очень разные вещи. Там, во 2 классе я прочитал гинекологию. И ничего не понял, на самом деле, но прочитал такой, матка, прикольно, да? Что она делает, как она работает, я не знал. И начал читать все, что приходилось, там, вплоть до баллончиков в туалете вот этих, да, пшикалок. И, в общем, и тогда я наткнулся на одну из книжечек. Это был, в общем, довольно известный писатель, Фридрих Ницше. И, в общем, начал читать его и такой, И вот с тех пор и понял, что мне нравится это вот вот эта вещь. Сколько вам было тогда лет? Где-то, наверное, 4 класс, 7 лет, это 11 лет, 10-11 лет. И, в общем, я прочитал книжку, опять же, ничего не понял, но мне понравились слова и то, как он конструктивно подходил к своим описям. Я их читал и думал, интересно, я хочу так же. Много читал, и у книг есть очень классная специфика. Когда вы начинаете читать книгу какого-то человека, вы на себя примеряете его отпечаток мысли создания. И вот я читал книгу одного человека, я начинал мыслить, как он. Читал второго, и начинал мыслить, как он. Принимал на себя этот образ. И, в общем, вот таким образом начал много читать книги. Опять же, телевизора дома не было. Читал книги и поглощал прям в день по 1, по 2 книги мог прочесть. Таких коротеньких. И, в общем, вот оттуда и началась вот любовь к мудростям всяким. Я думаю, тогда у вас было очень хорошее детство, потому что вот как раз 90-е годы
даже у детей не было возможности читать. Возможно, они помогали родителям, да, значит, ваши родители сделали вам такую обстановку, да, то есть такую возможность, чтобы вы могли читать, развиваться, уже будучи маленьким ребенком, да, тем более такие книжки. Не у всех же на полке такие книжки лежат. Спасибо моей сестре, которая, в общем, училась в медакадемии, и вот из-за нее я и читал всякие там медицинские учебники. Ну да, родители, они сделали все, они, естественно, вложили в своих детей, как и любые нормальные родители. Я сейчас, будучи родителем, тоже готов все сделать ради своих детей. Да, в принципе, так оно и есть. Мы это продукт наших родителей. Как вы нашли призвание, что надо преподавать? Потому что многие боятся этого, да, ну потому что это ответственность, это будущее поколение нашей страны, да. Поэтому я удивлена, тем более, да, мужчинам. Ну, мужчины, да, редко преподают. И я вот могу для себя разделить два вида преподавателей мужчин. Первый — это безалаберные абсолютно люди, которые, ну, пришли туда просто, чтобы сидеть и там, я не знаю, штаны просидев, получить зарплату в конце месяца. И люди, которые чем-то горят. Они на самом деле являются, там, я не знаю, кем угодно, да, и параллельно преподают. И преподавание ведь это не сколько профессия, это призвание, да, как Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Вот это призвание, в общем-то, оно находится в разных ипостасях. Вот я, допустим, очень, как бы сказать, очень такой пытливый ум. Я люблю вот попробовать на практике, изучить, рассмотреть со всех сторон и потом рассказать кому-то об этом. То есть поделиться. Я люблю делиться, и, в общем, овершеринг — это про меня, такое понятие сейчас есть в интернете. И вот, пожалуйста, начал преподавать, я понял то, что я делюсь чем-то, и иногда даже полезным с детьми. Я сам по себе, я старший в семье. То есть, то есть у вас уже есть опыт, да? В принципе, да, опыт у меня был, именно обучение молодого поколения. И этот опыт расширил теперь на большую аудиторию. Я помню, это, наверное, был тогда, когда вы уже работали, да? То есть вы дополнительное образование получили по проекту, я помню, ФРН, да? По проекту ФРН. Что за обучение было? Что вас подтолкнуло дополнительно получить образование? Как вы вообще пришли к этому? Дополнительно получить образование? Потому что это же совсем другое было, это же не философия была, правильно? Ну, почему нет? Ко всему можно подойти с философской точки зрения. Смотрите, есть такая вещь, как нужда. Нужда бывает разных типов. Есть пирамида Маслоу, и она говорит, там, элементарно нужно жилье, питание и одежда. Это минимальные потребности, которые нужны человеку. И все будет зависеть от того, как вы на это смотрите. Условно, взять тех же людей без определенного места жительства, у них вот эта низшая ступень с жильем, она отсутствует. И они, в принципе, живут, и им нормально. Есть люди, у которых есть все эти три вещи, но они жадно ищут еще чего-то. И обогащаются тем самым, и идут дальше по жизни, да, вперед. Вот для меня всегда был вот момент такой, это жадность. Я хотел жадно получать знания, да, условно. И, в общем, жадность была, и я все время чувствовал то, что мне не хватает того, мне не хватает этого. Когда я начал преподавать, моя первая зарплата, я помню до сих пор этот момент, я получал ее на карточку, такую новенькую карточку Кыргызстан банка, и я подошел, в общем, к банкомату в новых туфлях, которые я купил на Дордое за 4000 сомов. Я карточку кладу, и у меня зарплатная в общем, строчка вышла, и там 3500 сом. Я понял, что я месяц работал с 8 до 8, чтобы получить 3500 сомов. И вот тогда я понял, блин, не хватает. Этого ни на что не хватает. Естественно, это была первая зарплата. Дальше было тогда больше, у вас еще семьи не было? Нет, была. А уже семья была? На тот момент была семья. То есть и надо еще кормить семью, да? Конечно, надо кормить семью, да. Про семью у меня вообще отдельная история будет. И, в общем, смотрите, я понимал то, что этого не хватает. Я думаю, каждый сталкивается с таким. То есть мы с вами живем, там, получаем условную оплату, там, сейчас среднее построение 35-40 тысяч. И мы сначала живем, и нам нормально, но постепенно мы понимаем, что этого не хватает, что нужно еще больше, потребности растут. Вот что-то такое было, ну, прям, знаете, на анаболиках. Вот каждый раз хотелось не только денег заработать, а еще какие-то новые сферы завоевать, да, изучить их, рассмотреть их со всех сторон. И как бы такой научный подход испытывал в этом деле. И тогда, в общем, я работал в горном университете, у меня был офис, я занимался еще параллельно дополнительной деятельностью по такой, знаете, около айтишной сфере, которую я просто изучил на YouTube. У меня был офис вот между горным, да, сам обучался на YouTube. Между горным и моим офисом чуть дальше стоял 98-й лицей. И, в общем, я каждый день проходил мимо этого лицея и видел этот лицей, и видел, что там есть разные профессии. И там я все время обращал внимание на веб-разработку. Мне было это интересно. HTML, CSS я немного изучил еще в школе, и после как-то забросил. И вот когда я проходил мимо, я такой заметил, зашел, спросил, мне сказали, да, курсы бесплатные, вообще классно, думаю, хорошо. И у меня был ежедневный такой марафон. Я приходил в горном у меня было преподавание с 8 до 12
После 12 я шел в офис, с 12 до часу 30 я там был. И с часу 30 я, в общем-то, освобождался и ходил в 98-й лицей. Там я обучался 2 часа каждый день. Было очень полезно. Вообще, я считаю, что это были, наверное, единственные курсы в Кыргызстане, которые на самом деле, вот это был какой год, 18-й, которые на самом деле давали людям возможность как-то выйти за пределы. Со мной вместе обучались люди, и с некоторыми из них я до сих пор контакт поддерживаю. И я знаю то, что, ну, люди, которые решились, вот знаете, вот не из какой-то страшной необходимости, как нищета и голод, а из необходимости именно получения новых знаний, они на самом деле добились многого, и сейчас, я думаю, у них все хорошо. Ну, с тем, с кем я общаюсь, я знаю, что у них все хорошо, у меня все еще хорошо. И, в общем-то, это были очень полезные курсы, которые я советовал бы, если они еще до сих пор есть. То есть я так пройти полагаю, всем. что вы были голодны именно на знания, потому что есть те, которые приходят на Да, вот дополнительное я и говорю, что обучение, есть два вида таких, да, знаете, вот те, которые людей. вот, ну, голодны на деньги, да, на финансы, да, то есть на вот эти базовые нужды, которые не Да, да. покрывают, они приходят, да. Либо это люди, те, которые вот Нет. именно, да, это То вот есть, второй смотрите, тип. есть, да, есть потребность и есть потребность необходимая. Вот я говорю про просто потребность. Мы хотим чего-то нового, мы хотим что-то новое изучить. Это сейчас называют NPC, знаете, да? Non-playable character, кажется, называется. Это когда в игре есть персонажи, за которых играть нельзя. Они просто существуют, знаете, такими болванчиками стоят. Вот если вы не болванчик, если вы хотите быть немного активным, вы ищете сами, находите, и, естественно, там у вас есть вот эта необходимость, она вырабатывается. И чем больше вы ходите на такие мероприятия, тем больше вы хотите новое изучить. Вот. Вот смотрите, обычно как? Самые первые хейтеры, когда человек начинает меняться, это самые близкие люди, да? Это, Да. возможно, родственники, это, возможно, родители, родные и, конечно же, друзья. Да. Как среагировали вот именно ваши друзья? Потому что вот в моем случае, да, было такое, когда я начала обучаться, мне спрашивали, Зачем это да, надо? зачем? Что за ерунда? Ты что все Ты ж там время бухгалтер, условно, учишься, иди да? бухгалтером Типа, почему ты все специфическое, время да. учишься, да? Никак Зачем не это надо, доучишься, да. да? У вас были такие хейтеры? Нет, хейтеров не было. Не было. Единственный хейтер это была моя мама. Когда я был в 9 классе, я слезно буквально вымаливал у нее новый iPhone. И она такая: нет, зачем тебе? Я говорю: нет, я хочу, я буду снимать видео на него и все такое. В общем, она еле как, она, наверное, последние деньги отдала, чтобы купить мне этот iPhone. И, в общем, я счастливый, потом ходил с ним и изучал с помощью телефона там в интернете разные интересные штуки. Вот. А после все друзья меня поддерживали. Друзья у меня все с детского садика. Я с ними учился. Вот, детский садик, подготовительная группа, и до 11 класса школы. И нет, они всегда поддерживали. Братья тоже всегда поддерживали. Они, наоборот, сейчас меня мотивируют, когда я хочу сдаться. Не то чтобы сдаться, немножко успокоиться, остановиться. Они меня сейчас подталкивают и дают мне какой-то заряд мотивации. А вот смотрите, сейчас, вот именно вот это поколение, мы сейчас больше инвестируем в детей, да, нежели в недвижимость или в другое русло, да, мы больше даем детей. Да. Как вы поступаете? Сейчас, в данный момент, ваша мама была против, вы же говорили. Первый хейтер, который Да, говорил: да. зачем тебе телефон, зачем тебе да. техника, да, на самом деле это же дает тоже образование. На тот момент, когда, да, это было редкостью. сейчас да. как? Сейчас, видите, на тот момент было очень мало контента. Ту же верстку я изучал, знаете, таких на YouTube у индусов, которые: Hello, my friend, today we will learn some на ломаном HTML. английском, да? Ну, еле как он разговаривал. И я как бы превозмогая как-то учился. Сейчас у детей слишком много излишеств. Я считаю, что я своему ребенку стараюсь просто ограничивать время за проведением там, планшетом, телефоном, еще чем-то, чтобы он немножечко в реальной жизни пожил. То есть мы же на тот момент и сейчас мы живем в абсолютно разных эпохах. Сейчас у нас цифровизация в полный рост. Сейчас, наверное, лучше заняться классическим олдскульным обучением посредством книг или там репетиторства. Я больше бы такое приветствовал. Вот, естественно, мы сына сейчас вводим старшего. Он у нас занимается ипотерапией, это катание на лошади без седла. Он занимается бассейном, он учится плавать, и, в общем, мы выводим в бассейн. Также у него некоторые проблемы были с речью, как раз таки из-за того, что он много сидел за планшетами. Он мало разговаривал, и у него некоторые трудности возникли. И мы его начали водить к логопедам, дефектологам, сами параллельно учились. Каждое утро в кабинете сидели. У вас не бывает такого? У вас заключается работа в основном в технике, да? Да, Вот у вас, я да. смотрю, планшет, да, телефон. Вот даже мы в студию зашли, вы начали снимать. Обычно родители, дети как говорят: вот родители, вы сами сидите Да. в телефоне, а нам запрещаете. Такого у вас нету? Ну, мы перед детьми, мы, как правило, взяли после того, как мы поняли, что это уже к чему-то плохому может привести. Мы просто перестали перед детьми вообще сидеть в телефоне. Мы их прячем.
с детьми играемся, укладываем спать, потом под вечер уже достаем телефон, и ничего важного абсолютно мы не пропускаем. У большинства людей сейчас, я не знаю, какой-то ОКР есть, обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда они очень сильно, в общем, зависят от гаджетов и постоянно их перепроверяют. И вот по факту, если посчитать, какие-то важные звонки вы вряд ли пропустите, да? Поэтому спокойно можно телефон вот так закрыть и сделать себе детокс. Это очень полезно, мне кажется. Кстати, у нас есть лайфхак, можно сказать, полезняшка от наших гостей. Как раз, наверное, сейчас тот момент, когда вы можете поделиться с каким-нибудь лайфхаком для наших зрителей, который будет полезным. То есть будем обучать сейчас онлайн. Я не знаю, это, наверное, не сильно коррелировать будет с тем, что я сейчас до этого говорил там про философию и остальное. Но, в общем, есть такая вещь. Мы сейчас все фотографируемся, и когда мы фотографируемся, есть одна очень базовая проблема. Вот мы на себя в зеркале смотрим, мы видим то, что, ну, мы хорошо выглядим, ну, или не очень хорошо, неважно. Мы всегда классно выглядим. И, в общем, когда мы смотрим на себя, мы видим одного человека. Когда мы фотографируемся, иногда получается тоже так, что, ну, мы не очень классно выглядим именно на фото. И, в общем, часто эту так дисторсию, да, эту дисторсию можно починить одним простым лайфхаком. Я его сам увидел, в общем-то, не так давно. Это во время фотографирования нам всего-то надо перевернуть телефон. То есть, если мы в норме держим вот таким вот образом, можно его перевернуть, и у нас с вами получится более правильные пропорции тела и человека. Юсуп, если честно, конечно, я ожидала что-то вы сейчас про философию, да, что-нибудь такое. Будете совсем в другом русле. Мы сейчас почему-то пришли к технике, да, вот именно телефон. Почему телефон? Может, это потому, что вы чем-то занимаетесь интересным дополнительно? Я сейчас, не сейчас, уже последние, наверное, 7 лет занимаюсь, в общем, обучением. Обучал я в университете, и я понял то, что я умею классно снимать. Что на камеру, что на телефон. И появилась такая очень классная сфера, да, мобилографии. И я такой, ух ты, классно, дай я окунусь. Я взялся, начал снимать часто и понял то, что мои навыки преподавания и умения съемки, они классно с друг другом сочетаются. Я начал преподавать, в общем-то, такую прикольную сферу, как СММ. Я думаю, все уже слышали о ней, довольно популярная сфера. Я начал преподавать с уклоном в мобилографии, то есть на съемку на телефон. То есть вы преподавали по философии, отучились на веб-дизайнера и пошли дальше. То есть вы не стали останавливаться на своем месте, дальше пошли обучаться, да, то есть расширять свои горизонты. Когда это было? И я думаю, значит, вы и сейчас обучаетесь, да, значит? Да, я сейчас тоже обучаюсь, да. Интересно, вот данный момент, на кого вы обучаетесь? Какие дополнительные навыки вам интересны? Сейчас я обучаюсь на курсах PhD по специальности политология, я уже на 2-м курсе, и вот в следующем году буду писать диссертацию. То есть это совсем другое, да? Ну, почему нет? Опять получилось связать эти вещи. То есть что такое политология? Ее базой, как и любой другой науки, является философия. Как сейчас политика проходит в целом, да? Через какие инструменты политики воздействуют на людей? Социальные сети. И вот, в общем-то, вот таким вот нехитрым образом получилось везде вот связать, такая, да, да, привязка. в одну какую-то интересную структуру. Долго выбирал, думал пойти на экономику, потому что это сейчас тоже довольно важно. Но я понял, что нет такой сильной тяги. А вот политология и вообще политика в целом — это то, что касается глобально всех людей на Земле. И в той же мере я могу свои навыки там применить. Мне кажется, сейчас у зрителей наверное, такой вопрос зародился, да? Зачем учиться? Зачем все время учиться, да? Я думаю, вот по мобилографии, да, сейчас спрос большой. Очень. Да, ну как бы финансы, я думаю, там у вас на карточке уже не 3500, да? Там, возможно, там нули, да, добавились. Поэтому, может быть, вы поделитесь, зачем вообще образование взрослых нужна нам на сегодняшний день? Нужна ли она вам вообще? Хорошо. Ну, вы, наверное, знаете, да, этот очень часто используемый прием. Как можно есть каждый день одни и те же манты, да? Говорят же так. В общем, я эту же идеологию применяю к нашей жизни, и к своей жизни в частности. То есть очень классно выбрать что-то одно, да, на короткий промежуток времени, если мы говорим именно про сферу. Да? И вот мы выбираем сферу, в которой мы можем реализоваться, и у нас понимание придет, что мы где-то уперлись в потолок, либо мы понимаем то, что, ну, эта сфера просто перестала нас интересовать. Ну, просто исчез интерес как-то, да, и такое бывает в жизни. Что делать? В этот момент у человека может появиться депрессия, да? В этот момент у человека может появиться какие-то мысли неправильные, нехорошие. И вот, чтобы это оттолкнуть, мне кажется, единственное действие, которое мы можем сделать, да, это выйти из зоны комфорта, зайти в какую-то новую сферу, окунуться в нее, и после того, как вы хотя бы раз выйдете из зоны комфорта, последующие вот, в общем-то, походы вот в это, да, неизведанное,
будущее, они будут гораздо легче. Знаете, я с вами, наверное, поспорю, потому что зона комфорта — это когда ты чувствуешь себя в комфорте, да, а на самом деле человек, который все время занимается одним и тем же делом, да, и у него Он на карточке выгорает. 3500, да, и он выгорает, я думаю, там комфорта никакого нет. То есть, чтобы найти, я думаю, может быть, это страх, он просто не может выйти за границы, да, там определенно там нарисовал себе там линию, да, и не может выйти. Я думаю, зона комфорта — это тот случай, когда у тебя все есть, ты довольна, и ты сидишь на своем месте. А люди-то на самом деле, ну, как бы пожирают себя изнутри, да, я не такая, я не могу, или там еще что-то, да, и, как вы сказали, это депрессирует, да, возможно, еще идут на какие-то другие шаги, да, неправильные. Я думаю, зона комфорта — это тот момент, когда человек себя реально чувствует себя комфортным, да. Ну, смотрите, зона комфорта у разных людей будет разная. То есть, помните, я вначале говорил, да, есть потребности, а есть прям жизненная потребность. Вот если у человека жизненная потребность, то, скорее всего, даже ужасные условия жизни, даже 3500 на карте, для него это комфорт. Может быть, да. А вот в таком случае лучше двигаться к чему-то еще, да. Мы же все слышим, да, вот эти истории про Рэя Кроука, нам постоянно о них рассказывают, да, из там, социальных сетей, то, что вот был человек, 60 лет, коми-вояжер, продавал там какие-то аппараты, ходил по всей стране, ездил, а потом в один момент просто пришла мысль, он познакомился с нужными людьми, и все завертелось. На тот момент ему было 60 лет. Актеру, которого сыграл, Майклу Китону, еще больше, наверное, было. Да. И вот они показали историю успеха немолодого человека, который что-то новое попробовал. То есть мы должны понимать, что в любом возрасте человек может изменить, да, то есть поменять, то есть свернуть с курса, да. Ну, я хочу верить, что я все еще молод, да, мне всего 30 Нет, лет. я к тому, что... Да, я думаю, что мы с вами и любой человек в целом, он возраст свой как рамки себе ставит, да. То есть он говорит, вот мне сейчас условно там 40, какие там курсы, я не знаю, там по массажу, по ноготочкам. Я вот механик и буду механиком. Плевать, что мне не нравится, плевать, что зарплата низкая. Но вот я вот выбрал это, и я больше не могу отступить. Так лучше, наверное, поступать в любви, да, но ни в коем случае не в профессии или не в навыке, которым вы добываете деньги. Потому что любая сфера, она обязательно иссякает. Любая сфера обязательно, испытывать вот моменты, когда регрессия наступает, да. И, в общем, в этот момент, естественно, мы можем держаться до конца, как штурман, в общем, за остатки корабля, либо мы можем перейти во что-то новое. Вот я за подход такой, что вот пока мы с вами получаем удовольствие, пока мы получаем необходимый нам там денежный, в денежном эквиваленте хороший, как бы, мотивационный такой заряд, все классно. Но если мы с вами чувствуем, что нам некомфортно, чувствуем, что у нас есть какие-то вопросы к тому месту, где мы сейчас находимся, лучше, наверное, этот вопрос не оставлять где-то там, да, а вот поднять его и решить для себя, да, куда мы идем, что мы делаем и к чему мы стремимся. Вот что бы пожелали бы вы тем людям, которые не могут, вот есть рамки и не могут выйти? Я думаю, возможно, именно ваш шаг, вот вы говорите, я не останавливаюсь, я обучаюсь, я там, здесь, и что вы можете подсказать? Что надо сделать, чтобы просто закрыть глаза и идти вперед и поменять свою жизнь? Ну, знаете, есть такое распространенное мнение, что хуже, чем давать советы, это только слушать советы. Поэтому я могу дать какой-то, знаете, вот личный свой инсайт, который я сам увидел и прочувствовал через себя. Как только я попробовал что-то новое, у меня, естественно, был зуд. Я понимал то, что это не то, чем я занимался там на протяжении какого-то времени, и было дискомфортно. Как только я переборол первый дискомфорт, я уже понял то, что в принципе, а что такого? Там такие же люди, как и я. Вот за этими ноутбуками с умным видом сидят такие же люди, как и я. У них точно так же, там, 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Я ничем не хуже. Почему я не могу заниматься этим? И точно с таким же подходом, знаете, сталкиваясь с новой какой-то сферой, я подхожу к этому вопросу так. Если это не Альберт Эйнштейн, если это, я не знаю, не Гегель какой-нибудь, я вполне могу потянуть любую сферу, за которую я возьмусь. То есть первое, что я делал для себя, это верил в себя. Я постоянно говорил себе, да, у меня получится, а что тут такого? Да, у меня получится. Был даже один случай не очень хороший, когда я брал заказ, там, допустим, условно, на создание сайта, когда я даже не умел создавать эти сайты. И просто в процессе того срока исполнения я изучал эту сферу, насколько мог, и пытался выполнить работу. То есть одновременно обучались и да. создавали. И это происходит постоянно, особенно в сфере преподавания. Когда вы преподаете любую общую сферу, да, может быть философия, экономика, что угодно. Пока вы преподаете, вы сами начинаете глубже погружаться в процесс.
Да, и вы начинаете изучать эту сферу намного лучше. То есть, когда я рассказывал о чем-то ученикам, они задавали мне вопросы. Если я мог найтись, я отвечал. Если я не мог найтись, то Google в помощь. Я быстренько это все проверял, узнавал и уже мог выдать информацию. И обучая их, я обучался сам. И я понял то, что пока я обучаюсь, пока я, в общем, нахожусь в процессе изучения, я сам чувствую себя гораздо лучше. Я, на самом деле, да, если сравнить с преподавателями, которые сейчас вот настоящие герои, особенно те, кто не берут взяток, да, которые честно работают, я таким же был и есть, и являюсь до сих пор. Никогда не брал взяток и не собираюсь брать взятки, потому что это то, что может растлить, да, душу человека. То, что портит нас, то, что вообще в целом разрушает страну. И вот, чтобы такого не было, надо заниматься чем-то еще, да. Верьте в себя, у вас все должно получиться. Как это, в общем-то, говорят все мотивационные, как их, коучи, брейн-коучи и так далее, да? Человек может дополнительное образование получить, И как для себя, так как и и для для своего себя, и будущего, для да? общества, да. Тем более сейчас, я думаю, именно взрослое поколение должен получить образование, потому что они воспитывают будущих. То есть будущее поколение, их будущее зависит именно от взрослого поколения. Если сейчас будут говорить, ой, что там учиться, да, там, иди там работай, да. Если будет такое поколение, тогда и у нас, извините, будущее тогда и не будет. То есть именно будущее поколение строит взрослое поколение. Вы так не считаете? Да, вполне, чем, в общем-то, я и стараюсь заниматься, да, там, преподавая, работая со своими там, детьми, допустим. Я тоже стараюсь вложить в них все лучшее, что у меня есть, но когда я понимаю, что этого не хватает, у меня есть два пути, да, либо обращаться к специалистам, либо изучить самостоятельно эту сферу и пытаться как-то через уже призму своего опыта также подать какие-то новые знания. И это, да, это также может быть очень-очень полезно для какой-то личной сферы. Люди быстро находят отговорки, да, то есть времени нет, не могу, денег нету, еще что-то, да. У нас, например, был случай, когда у нас обучился человек, то есть с ограниченными возможностями, да, человек не мог ходить, но тем не менее он обучился пошитью ортопедической обуви. И потом он открыл у себя в регионе, хотя он сам не одевает, да, обувь, то есть он не ходит, да, в коляске, и он научился шить эту обувь. Чтобы другие могли ходить. Другие могли ходить. Очень И когда он обучился, он сказал, история. да, и он говорит, я из-за того, что я сам не одевал, настолько не понимала важности вот вообще про обувь, да, и он прям с такой любовью делает, такие красивые обуви делают. Я думаю, может быть, в вашей практике... Да, у меня, кстати, был случай, когда я работал с группой ЛОВЗ также. У меня были глухонемые, я сам этот язык не знал, в общем. И мне отдельно наняли репетитора по языку жестов. Как выяснилось, знаете, оказывается, есть два вида языков жестов. Есть европейский, есть российский. Серьезно? И они друг друга не понимают, представляете? И, в общем, я изучал вот российский метод, у нас было две недели, кажется, 2 недели мы обучались, и, в общем, я за эти 2 недели обучился, в общем-то, некоторым выражениям. Кстати, «здравствуйте» выглядит вот так. Когда вы подходите к человеку, вот так делать, это значит «здравствуйте». Вот, здравствуйте. И, в общем, меня обучили, во-первых, языку жестов, а во-вторых, я сам обучал, в общем-то, эту самую группу ЛОВЗ. То есть вы обучились Для того, языку чтобы жестов обучать, да? Для того, чтобы обучить. да. То есть Очень это бывает интересно такое, тогда. да. То есть те, которые люди говорят, у меня времени нету, всякие отговорки находят, это просто отговорки, значит, да? Это не сколько отговорки все-таки, да, но Может быть, если у просто нас с внутри вами желание, есть да. желание, если Да. мы сталкиваемся с каким-то живым проектом, да, вот у нас же, мы же все ищем приключений, чего-то Да. интересного. И вот самое лучшее и самое длительное приключение в жизни, это, наверное, как раз образование, самообразование, и тем более образование взрослых. Потому что чему мы научимся до 18 лет, да? Да. А вот после 18, когда у нас мозг уже относительно начинает Сколько у вас там воспринимать в группе адекватно. было человек? В группе у меня было человек 15, были очень разного возраста люди, была даже семейная пара. У них была дочь, которая была говорящая, но, естественно, она знала язык жестов. В общем, она ходила со своей мамой, с папой на курсы по веб-дизайну. Очень интересно. Да. То есть они не стали этим ограничиваться, да, то, что вот я не могу говорить, я не могу услышать, да, что я И не эти пойму, люди были да. самые болтливые люди То есть много говорили, на да? моей жизни, да, потому что вот они могли просто без конца, знаете, с друг другом жестами общаться, и я уже начиная понимать что-то, я начал считывать, о чем они говорят, я просто понял, что они без умолку разговаривают, просто немного по-другому, не так, как мы. И мне понравилась одна часть, вот то, что вы сказали, да, мы себя обманываем. Вы знаете, в языке жестов, оказывается, да, и вообще среди людей, которые глухонемые, они
почти практически не врут. И, в общем, они научили меня очень важному делу, да. На языке жестов невозможно врать, и я понял, что не надо врать себе. То есть, говори как есть. Я не делаю это, потому что я просто ленивый. Я вот сейчас ленюсь, я этим не занимаюсь, и вряд ли когда-нибудь этим займусь. Когда вы, в общем, дадите себе вот это полное осознание, что вы отказываетесь от чего-то просто из-за своей лени, мне кажется, многое встанет на свои места. Мы просто поймем, что мы готовы зарыть свою жизнь из-за лени. Разве кто-то согласен жить так? Никто не согласен. Мы все хотим чего-то добиться. И я думаю, первое, что мы должны сделать, это быть честными с собой. Точно так же, как и эта группа была очень честной. Между собой, с друг другом, мне. После вот вашего примера ко мне пришло, то есть на память мне пришло высказывание Бодо Шефера, да, человек думает, что не делает выбор, да. Если человек уже что-то не сделал, шаг не сделал, то есть это уже выбор, что он просто решил ничего не делать. Да, бездействие – это действие. Да, бездействие – это тоже действие, да. Поэтому я думаю, что не останавливайтесь на месте, развивайтесь, обучайтесь, приобретайте дополнительные навыки. Спасибо вам всем. Сегодня у нас был в гостях Джусуп Карагулов, очень интересный собеседник. Я думаю, нашим зрителям тоже было интересно. С вами была Клай Бакешева. До скорой встречи. Это был подкаст Умтол. До свидания, всего доброго.